эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Социально ориентированные некоммерческие организации могут подать заявку на участие в конкурсе грантов главы республики. В Новгородской области состоялся забег в память о подвиге якутских стрелков. Фильм о детях войны Татинского района презентовали в Якутске. Указ о соблюдении санитарно-эпидемиологических норм подписал глава Якутии Айсен Николаев накануне. В документе говорится о предоставлении дополнительных дней отдыха с сохранением заработной платы работникам в день получения и один день после дня получения вакцины от новой коронавирусной инфекции. Предприятия оптово-розничной торговли продовольственными товарами обязаны проводить генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств каждое воскресенье с 8 до 12 часов с закрытием объектов. Также в документе сказано об ограничении работы аттракционов в связи с распространением COVID-19. Указ вступил в силу с сегодняшнего дня. Начат прием заявок на гранты главы республики. Их общая сумма превысила 103 миллиона рублей. На их софинансирование фонд президентских грантов предоставил почти 42 миллиона рублей. Заявки принимаются на портале grants.yakutia.click до 23 часов по якутскому времени до 7 июня. На конкурс могут быть предоставлены проекты по 25 направлениям. Создана рабочая комиссия, будут собраны заявки, требуемые документы и пройдет отбор участников. Итоги конкурса будут подведены в период до 20 августа, а проекты начнут реализацию с 1 сентября. Этой зимой Алмаздортранс перевез 63 тысячи тонн грузов. Большая часть для главного заказчика компании «Алроса». Но с прошлого года транспортники наращивают объем грузооборота для сторонних заказчиков. В 2020-м с 1 миллиона тонн на километров до 6. Этот показатель работы эффективности транспорта намерены увеличивать и дальше. Перевозки по автозимникам открыли новые возможности. Как реализовали их транспортники и как в Алмаздортрансе намерены расширять клиентскую базу, расскажет Олеся Васева. Мы же все кормим семьи, детей учим, кормим, поэтому каждый старается заработать. Середина ноября наша съемочная группа провожает в рейс водителя Ленской автобазы Александра Потапова. Для водителей зимник – время зарабатывать. 5 месяцев спустя встречаем после долгой рабочей вахты. Она была нелегкой. Прошлый год зимник был теплый, а в этом году и 60, и за 60 были моменты, когда попадали. Сколько раз за полгода был дома, водитель не помнит. Все слилось в бесконечную дорогу. Качество зимников хвалит. Я вот в кабине себя чувствую уютнее, допустим, даже, чем домой приехал, поспал, переночевал, все, и не высыпаешься. В кабину пришел, лег, я выспался. Сейчас водительский коллектив по отпускам, верные помощники, тяжеловесы на техническое обслуживание. А Алмаздортранс подводит итоги зимы. Перевезли 63 тысячи тонн. Больше половины грузов ушло в Накын. Появились и новые направления, в основном по республике. Второй год Алмаздортранс тесно сотрудничает с Алмазами Анабара. Везет груз через Якутск, Эбелях до Прииска-Молодо. А с Нижнего Бестяха для нового заказчика впервые везли дизтопливо в Магаданскую область. Сделав один рейс с 10 машинами, мы поняли, что дорожные условия там тяжелее, чем у нас. Мы привыкли ездить по равнинной местности. И при этом, общаясь с перевозчиками иными, выяснили, что машины нашей конфигурации текущей не подходят. Нужны более сильные тягачи. Поэтому пока от перевозок в Магаданскую область отказались. Но перевозчик не исключает возможность вернуться на это направление. Опыт полезный, клиентскую базу настроены расширять. В первую очередь мы создали сайт-визитка для того, чтобы о нас начали узнавать люди, которые находятся в данном регионе. Вторым, наиболее таким результативным по привлечению клиентов является участие в тендерных закупках. Потому что как раз непосредственно на тендерных закупках участвуют те контрагенты, те участники рынка, которые нам наиболее интересны и которые нам приносят максимальное количество дохода. Эта работа показала эффективность еще в прошлом году. На общем фоне снижения показателей по перевозкам из-за пандемии в 2020-м Алмаздортранс смог увеличить грузооборот для сторонних заказчиков с 1 миллиона тонн на километров до 6. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край».
Второй легкоатлетический забег вокруг озера Ильмень состоялся в Новгородской области. Он посвящен 76-летию Великой Победы и памяти якутских солдат, сражавшихся на новгородской земле. За 4 дня спортсменам удалось пробежать 264 километра. Инициатором проекта выступил заслуженный работник физической культуры и спорта Якутии Дмитрий Горохов. Деревня Устрика, Великий Новгород, Старая Русса. Маршрут пролегал по местам боевой славы якутских солдат. Среди участников забега потомки победителей, участников Великой Отечественной войны, якутяне и новгородцы. Вокруг Ильменя спортсмены пронесли факел, зажженный от вечного огня Якутска. Финишировали участники у гранитного обелиска в виде якутской урасы. События на Ильмене являются одной из самых трагических страниц в истории Якутии. Только с февраля по март 1943 года при форсировании озера и других боевых операциях здесь погибли более 400 якутян. Мы приехали сюда, на новгородскую землю, чтобы почтить память Дениса Хрисанфовича Скрябина. Этот человек являлся первым директором нашей же тайской школы. И в годы Великой Отечественной войны, несмотря на свой бронь, ушел воевать на фронт. В этом году принимали участие не только якутяне, но и старорусские и новгородские спортсмены и наши ребятишки. Кто, как не вы, показываете пример всем, что у нас не только память, но и спорт во главе. Хочется сказать слова благодарности за все то, что для нас сделали наши деды, наши прадеды. Различные мероприятия, посвященные Дню Победы, состоялись и в Аймиконском районе. Несмотря на ненастную погоду и объявленные ограничения, на Уснерской площади Победы состоялся митинг с участием официальных лиц. День Победы для меня и для моей семьи – это самый главный праздник в году. То есть как-то у нас так сложилось, наверное, годами, что никакой праздник мы не отмечаем так, как отмечаем День Победы. Это поистине такой патриотический и душевный праздник, который трогает сердца каждого. Несмотря на то, что сегодня погода нас не радует, мы все равно приходим и мы будем приходить. Даже несмотря на то, что нам запрещает и пандемия, мы все равно пришли. Надо отметить, что жители Аймиконья приняли активное участие во всех праздничных федеральных проектах в формате онлайн. А лучшие волонтеры Победы поздравили ветеранов. Время безжалостно и неумолимо. Редеют ряды наших ветеранов. В нашем Аймиконском районе осталось 21 ветеран. 20 ветеранов Трудового фронта и одна вдова участника Великой Отечественной войны. В связи со сложившейся обстановкой вчера и сегодня ветеранов поздравляют волонтеры Победы. Хочется пожелать всем нашим ветеранам, детям войны, доброго здоровья, внимания и заботы родных и близких, и как можно больше радостных и счастливых дней. Служба «Такси Минутка» выступила организатором местного автопробега. И вот по улицам Уснеры под музыку двинулась колонна украшенных флагами автомашин. Светлана Поцелуева, Павел Корнев, Уснер. В Алекминске презентовали путеводитель «Все мне любо здесь и дорого», который кратко рассказывает о истории создания и авторах памятных мест города. Презентация путеводителя по памятным местам города Алекминска стала настоящим подарком. Изначально задумывалась как помощь педагогам для работы с детьми, делится автор издания. У нас есть книги о городе Алекминске, где очень много рассказано, но вот коротко, сжато и именно по делу, нету такого путеводителя. Я думаю, что наш путеводитель первый. Он нам помогает, в том, чтобы ознакомить детей с нашим городом, с нашими достопримечательностями, потому что мы алекминчане, мы должны быть патриоты своей малой родины. Но уже в процессе стало ясно, что такое издание необходимо и взрослым. Мы привыкли к своим памятным местам и порой, задумавшись, понимаем, что не знаем ни автора работ, ни года создания. На самом деле, вот чисто мое мнение, он нужен не только школьникам и дошкольникам, но в первую очередь родителям, мне кажется, потому что
смею предположить, что не все взрослые знают об истории создания того или иного архитектурного памятника. И поэтому даже сама я лично, оказывается, не знала, например, происхождения некоторых памятников нашего родного города. Поэтому считаю очень полезным. Теперь я уже знаю об истории создания того или иного памятника и могу уже с легкостью рассказать с экскурсии своим детям. Вошла в путеводитель и история уже знаменитого памятника реке Лена, и скопических домов и бюстов, установленных на сквере Героев. Привычное, но порой неизвестное. Я его видела до издания, путеводитель этот, да, и когда мне показали материал, да, я узнала, у нас есть сквер, где есть бюсты наших людей, которые выросли тут и много внесли в развитие нашего района. Если честно, я не знала, допустим, всю историю, а здесь очень понятно написано, кто это, что они внесли в наш район. Продолжение следует, ведь в задумках и уже реализованных проектов, связанных с историей Алекминска, в детском саду много. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В Якутске состоялся пресс-показ документального анимационного фильма о реконструкции «Дети войны». А его создателем на якутском языке стала творческая группа студии «Кюн Оголоро», что означает «Дети солнца». Сюжет фильма основывается на воспоминаниях детей войны Татинского улуса о пережитых ими событиях. В прошлом году проект стал победителем фонда президентских грантов. С сентября творческая студия начала работу над фильмом. Так его создали с помощью художественных рисунков и анимации. Рассказать историю якутского тыла, какой она была в 1000 километрах от фронта, это было самым важным для группы. К сожалению, с каждым годом эта история стирается из памяти народа. Дальше, после пресс-показа, мы хотим закончить работу полностью над фильмом и потом уже приступить к показам. Показам премьера еще намечается, но дату премьеры пока еще неизвестна. Но 22 июня мы договорились с музеем «Моя история», что будет там показ, и в кинотеатрах, наверное, по возможности тоже. На этом все. Мы продолжаем следить за развитием событий. Не переключайтесь.